Кыргызстан известен как одна из самых демократических стран на постсоветском пространстве. Но несмотря на это, в стране имеют место проблемы с правами человека, такие как дискриминация и жестокость в отношении женщин, национальных меньшинств. В этой связи Freedom House продвигает права человека в Кыргызстане вот уже 11 лет. Founded in 1941, Freedom House is the oldest American human rights organization advocating for democracy and human rights around the world. We have been operating in Kyrgyzstan since 2002 with the generous support of the United States Agency for International Development and others. One cornerstone of our project is to support civil society and government authorities to work together, which has resulted in a number of successes, including in the areas of freedom of expression, women's rights, and combating torture. But much more remains to be done, especially in the areas of judicial and security sector reforms. Представительство Freedom House в Кыргызстане успешно осуществляет свою деятельность, укрепляя потенциал местных групп гражданского общества в части принятия незамедлительных мер в случае нарушения прав человека. На мой взгляд, Freedom House – это одна из ведущих международных организаций в нашей стране, которая оказывает очень большое содействие местным правозащитным неправительственным организациям. И наше сотрудничество с ними началось в 2006 году, активное, когда мы начали проводить в рамках конституционной реформы лоббирование законодательства, приведение его в соответствие с новой редакцией Конституции нашей страны. И я бы отметила большую роль Freedom House в том, что был ратифицирован второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни. Freedom House причастен к нескольким произошедшим недавно в Кыргызстане важным событиям политического и правового характера. За этот период организация преуспела во многом в продвижении прав человека в Кыргызстане. Вообще Freedom House – это одна из немногих организаций, которая сфокусируется на поддержке правозащитников в стране. И те программы, которые организация начинала в 2003-2004 годах по поддержке правозащитников, по развитию потенциала молодых активистов, по судебному мониторингу, по мониторингу закрытых учреждений, по программе по борьбе с пытками, все эти программы, они встали на ноги, они продолжают функционировать и дают очень хорошие результаты. Делая огромный вклад в дальнейшее развитие демократических принципов и защищая права человека, организация не раз сама становилась объектом многих нападков со стороны государства. We're operating under very restrictive and repressive environments, beginning with President Tokayev and then even worse under President Bakiyev. We faced many threats, including tapping of our phones, assaults on staff, and assaults and worse on human rights defenders. Несмотря на более свободную среду и активную работу организации, в стране все еще остаются проблемы, связанные с правами человека. Именно поэтому Freedom House и дальше намерен продолжать вести деятельность в сфере защиты и продвижения прав человека и становления демократии в Кыргызстане.